Господин президент Чеченской Республики Ичкерия, можно вам со стороны эстонской киногруппы Exit Film задавать несколько вопросов? Стоят ли эти огромные жертвы и разрушения желания чеченцев жить свободно в независимом государстве? Свобода и независимость – это для нас жизнь или смерть. Потому что можно было бы жить с народом, в народе, с соседом, в государстве, где защищены какие-то твои права. Где государство или народа перед тобой выполняет обязанность. Их нет. Россия не выполняет никаких обязательств перед народами, перед государством. Поэтому нам просто предлагают в лесу выловленного дикого медведя посадили в клетку и говорят: иди, заходи в клетку и живи с ним, дружи. Подай ему лапу с этим зверем и живи дружно. Вот что такое Россия. Что представляет о себе чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественно-политическую структуру, зарегистрированную, деятельность, которая признана в правовом отношении, принята, признана в своей структуре, в подходах. Ничего подобного нет. Россия собирает всех банд группировки преступников России. Их называют кличками оппозиционеры, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги, отпускают на это несметные средства, просто немыслимые даже нормального человека воображения. Танки, БТРы, самолеты, грады, смерчи, ураганы, уголовщина, подготовка их за пределами республики на территории России, на специальных базах, военные специалисты России, спецслужбы России. И для примешки несколько, уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиции. Оппозиция по-российски, а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеческо-ненавистских идеологий, возведенный в высший ранг государственной политики России. Русизм страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру и наступил на хвост России, она первая заголосила: спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первые фашизм, и весь мир отверг эту чуму. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы, сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли. Абхазию вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южную Осетию вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежала, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла,
империя зла как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне. 250 тысяч войск вооружений. 5600 единиц только бронетехники на территорию. Неслыханное количество в истории против горстки людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое, смешали и сделали месиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Не собирается отходить. Вот что такое Россия. Если мир, заявляю ответственно, всем миром не остановит эту чуму, или не сделают Россию правовой, по крайней мере, уж демократии там никогда не будет и не было, хотя бы в правовом отношении не соблюдали норм международного права, миру подлежит тяжелейшие потрясения, тяжкие потрясения. До сих пор Россия бряцала танками, армадами войск, а теперь, когда и это сказалось пустой картой, человека нет. У России нет солдата. И не будет теперь. Сколько раз на вас было совершено покушение? Покушение уже счету сбился. По сути дела, российское руководство совершает открытый терроризм. Даже не покушение, это не назовешь. И приходят самолеты, сносят квартал, где проживает семья. В одном месте, в другом месте. Дети, женщины погибают под бомбами, ракетными ударами. И это называется покушение. По-российски. Какой государственный порядок подходит чеченцам? Парламентская или президентская система? Прежде всего демократия. При отсутствии демократии никакая власть чеченцев не продержится. Вот там, где есть основа демократии, а потом уже закон действует, а не сперва закон, а потом приобщать его к демократии. Вот для чеченцев это приемлемо. Поэтому парламентская ли власть, президентская власть. Ведь мы прошли земной ад. Разрушение, разрушение, разрушение. Значит, отпуск невероятных средств. Только одним росчерком пера Ельцин подписал 150 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов для свержения власти Дудаева в Чечне. Только на одном документе. И вот эта вся сила, вся эта мощь, 4 года готовились. 4-летняя подготовка генерального штаба, спецслужб. Посмотрите документы. Какую подготовили программу полного уничтожения нации, депортации всего народа, оставить здесь для развода гибриды, чтобы называться, что они уничтожили. Готовили при всех издержках России, экономических, политических, неустроенности, целые городки в регионах, куда должны были пересечь, 4 года строили специальные барачные городки для резервации чеченского народа. А где эти места? Саратовская, Оренбургская, Волгоградская. Даже 1,5-2 года назад чеченская диаспора, находящаяся там, предлагали: идите, вон вам подготовлены, живите, работайте туда и уходите с этих мест. Беда моя была в том, что я знал об этих планах. Это государственная программа. Посмотрите, Черномырдин подписывает план эвакуации или что там, а на самом деле план депортации. И 8-й пункт гласит: без права возвращения. Вот так приходят ракеты, бомбы,
наносят удар, чеченцы выезжают, их там переселяют, выводят из-под бомбового ракетного удара, конечно, дудаевских бандгруппировок. Все это мы уже прошли. Россия только не хочет опомниться, ничего нового не выдумала. Мы пришли волей-неволей к исконному методу нашей демократии. И тот конгресс, который прошел путь, двухлетний путь, мы вынуждены были уже в новом качестве вернуться снова в Конгресс чеченского народа. С учетом всех наших ошибок, реалий, где в этот Конгресс входят от сельской местности уровня руководства до высшей политической власти, все входят в состав Конгресса. Туда входит Совет старейшин и Совет илимов. Туда входит и Верховный суд. Чтобы у нас было и право, и закон, и демократия для решения жизненно важных вопросов государственного устройства, значит, важных вопросов для целого народа, граждан республики. Последнее заседание, 4-е заседание Конгресса у нас полностью парализована сейчас правоохранительная деятельность, правозащитная и правоохранительная. МВД, значит, трудно работать в этих условиях, прокуратуре трудно работать, как высший орган надзора за законностью и правом. Значит, естественно, и суды работают очень трудно в военных условиях. Кто будет работать, когда школы парализованы, когда придут сейчас по школе нанесут точностные удары с воздуха. Вот это все и заставило народ предложить президенту и правительству перейти на шариатский суды. Сейчас наши ученые, мы придаем это большое значение, чтобы не было разрыва между образовательным процессом, учебным процессом. Период войны, а она неизвестно сколько еще будет длиться, сейчас готовят программу, значит, смешанного направления. Это математика, физика и ислам. Законы Всевышнего, законы природы и законы, которые человек сам нашел своим умственным развитием. У чеченцев существует кровный месть. Распространяется ли это на русских военнослужащих? Кровная месть не распространяется на иноверцев, иноземцев и агрессоров. Кровная месть – это исключительно внутреннее дело, межнациональное, межэтническое, и дальше не распространяется. Но неотвратимость возмездия за преступление против чеченским народом, она существовала, существует, и то, что оно еще сильнее укрепляется, говорит последнее решение Конгресса о создании смертных батальонов. Что это значит? Это значит, что эти смертные батальоны при жизни, каждый, кто добровольно входит в этот смертный батальон, при жизни заносится в список навечно. По сути дела, это смертники, которые должны выполнить решение суда, народного суда над преступниками, привести приговор в исполнение. Наказание привести в исполнение. Правда ли, что ваш старший сын Авлур погиб в боях? Около 1,5-2 недель я считал, что он погиб, но потом оказалось, что тяжело ранен, контужен, вышел из этого кризиса, жив, выжил. И если погиб, я считаю, и мы в семье считаем, и он сам считает, что ничего в этом не только не удивительного, ничего-то трагичного, а даже делала честь нашей семье и ему. В этой войне погибли такие сыны, идя под танки. Такие сыны совершают такие подвиги, которые даже сейчас моему разуму не подвластны. Это правда, что когда вы были еще генералом советской армии, вы участвовали в войне в Афганистане? На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе, направили одну из частей моей дивизии тоже туда. Но
ужас, который я там увидел, разложение моральное, значит, несоблюдение безопасности, бравирование. Вот эти 1,5 месяца, которые я там был, я занимался вопросами приведения в чувство этих вояк и подготовки базы, чтобы из этих разложившихся военнослужащих сделать обыкновенными хотя бы людьми. Вас критикуют, что ваше окружение слишком часто менялось. Управленческая структура, которая выросла в системе старой, очень тяжелая структура, очень тяжелые люди, очень тяжелое взяточничество, коррупция, свои личные интересы, отсутствие интересов народа и государства. Они специалисты. Они специалисты. Конечно бы мне хотелось поставить хорошего, толкового, преданного человека. Но надо было построить государство. И я с них брал, с этих людей, хотя бы один волосок, зная, что они представляют из себя. Но мы добились того, что немыслимо было даже добиться. Все здесь в руководстве продавалось и покупалось. Это система, насажденная большевиками. От бригадира Полеводской бригады до высших эшелонов власти каждое место стоило такс. И вход туда только избранным, своему клану. Человека своего круга. В школе плати за учебу. В вуз поступил, плати. И вот выращивали своих людей по родственному признаку, по преданности, по способности приспособиться, подчиняться безупречной воле, значит, вышестоящих своих